Практически целый год мы ждали это жаркое солнце, романтичные белые ночи, ну и, конечно же, эту пору долгожданных отпусков. Многие из нас уже пакуют чемоданы и отбывают на море, чтобы провести пару недель на южных побережьях. Я же решил познакомиться ближе с красотами родной республики и отправился путешествовать по необъятной и прекрасной Коми-земле. Усть-Вымский район первый в списке географических точек, где наш проект должен побывать этим летом. Согласитесь, как же охота иногда отдохнуть от этой городской суеты, от своих 4 бетонных стен, да сделать глоток чистого деревенского воздуха. А может и вообще пора переезжать с этих городских трущоб и поселиться, к примеру, вот в этой крестьянской усадьбе. Деревенский пятистенок – особое явление народной культуры. Когда находишься в таком древнем строении, будто перемещаешься в прошлое. К примеру, в этом доме время остановилось в начале 20 века. Подушка. Одна. Не квадратная, а вот единая подушка, как раз которая говорит о том, что муж с женой должны жить в любви и согласии. В тесноте, да? Ближе друг к другу, можно сказать, да? Может быть, даже и так. Это строение из двух частей, летней и зимней, с традиционной коми, как сейчас бы выразились, планировкой. Как и полагается, у каждой семьи под этой крышей над головой были свои правила, свои устои и приметы. Если хозяина в доме не было, то на его месте ставили куднянь, короб с хлебом. И никто им это место не занимал. Вот так, да. Вот даже так, да. А разве нельзя на углу, это плохая примета, якобы на углу сидеть, что никогда там не женишься или замуж не выйдешь, нет такой приметы? Это по-современному говорят. А может быть, наоборот, свой угол уже нашел. Мужчины, помимо земледелия, занимались охотой, строительством, девушки шитьем и работой по дому. Здесь же многие крестьяне настаивали коми национальный напиток – вкусный пенный сур, проще говоря, коми-пиво. Секрет его приготовления можно узнать в музее. Бочонок тут вот стоит, чтобы заливать и хмель ложить, солод заваривать. Ну, там очень долгий процесс, мы тоже варим. Даже вот корыто сохранилось, на которое ставили, чтобы процеживать. А вы посетителей не угощаете? Нет, мы этим не занимаемся здесь. Нам просто некогда. После нас уже ждал музей истории села Усть-Вымь. Кстати, в прошлом в этом здании располагалась земская больница. Высокие потолки и интересная планировка только дополняют экспонатам и картинам историческую ценность. Не поверите, но этой лестнице около 115 лет. Как ее конструировали, стоит только догадываться. Хочется увидеть автора этих ступенек, но все-таки 115 лет. А вот это, дорогие друзья, одна из достопримечательностей Усть-Вымя, так называемая птица счастья. Есть поверье, что если загадать желание и обойти вокруг нее 3 раза, то оно обязательно сбудется. Здесь все пропитано духом прошлого, величия и красоты природы, мудростью православия. Михаило-Архангельский мужской монастырь – это место, где началась христианизация Коми-края, первый православный монастырь. Стоит здесь он с XIV века. Долгое время обитель была закрыта, и только в 1996 году в эти края вернулись монахи. Вот находишься в таких местах и чувствуешь некое умиротворение. Возможно, и вправду люди, которые оставляют здесь свои молитвы, в прямом смысле слова заряжают тебя душевным спокойствием. Посторонним вход на территорию монастыря разрешен в составе организованных групп. С просьбой об организации экскурсии можно подойти к служителям здешней церкви. Те расскажут вам всю историю Михаила-Архангельского монастыря. Сейчас мы находимся на базе отдыха «Зеленый Бор». Отдохнуть шумной компанией или одному уединиться с природой – самое то. Несмотря на то, что комплекс находится практически в лесу, здесь есть все удобства.
Интересный дизайн, просторные помещения и минимализм в интерьерах, который, к слову, отлично подчеркивает отделку из настоящего дерева и создает дополнительный комфорт. Конечно, из дерева. Экологически чисто, приятно. Обстановка такая, как в избе русской. Что любопытно, в домах абсолютная тишина. Отличное место, чтобы забыть на время о суете городских будней и задуматься о вечном. А после можно направиться в стилизованное путешествие. База отдыха предлагает несколько интересных маршрутов по здешней Парме. Единение с природой, потому что 2000 лет назад как раз вот было единение с природой, и люди отождествляли не богов, вернее, не Бога, как на сегодняшний день, простите, а именно дерево, аспу, например, тот же Иркап, он срубил лыжу, как все знаем, уже из живого дерева, которое ему близко было. Или любое животное, медведь или еще кто. Организаторы в перерывах между лесными вылазками предлагают небольшую образовательную программу. Желающие могут научиться создавать поделки из кожи и дерева или поиграть в комбинациональные настольные игры. Шек называют эту игру. Это кости барашков, бедных, несчастных. Но это было уже давно, поэтому они как раз уже собирались на тот свет. Ну и куда же без коми-баньки? С традиционными банными обрядами, но в современном обличии. Здесь есть даже специальные душевые, где можно заняться процедурами закаливания организма. После положенного отдыха и хорошей баньки самое время подкрепиться. Здесь на базе вы можете приобрести комплексный обед всего за 120 рублей. Дешево и вкусно. Если же усталость все-таки возьмет свое, то еду можно заказать в номер. В общем, будете проездом по Гваздино, посетите Зеленый Бор. Вы обязательно запомните эти пару дней, проведенные здесь. Ну что ж, вот и подошла к концу наша экскурсия по Усть-Выме. На самом деле, чтобы посмотреть на все достопримечательности района, не хватит и целой недели. Мы сегодня побывали в музее, посмотрели на мужской монастырь, побывали в крестьянской усадьбе. Приезжайте сюда, дорогие друзья, здесь есть на что посмотреть. Так что отдыхаем в Коми!